1769 году Джон Лодж составил карту Крымского ханства, Азовского моря и частей рек Днепр, Буг и Кубань. Орда ногайских татар именуется кубанскими татарами и составляет около 30 тысяч семей. Страна ранее именовалась Сауроматией и колонией северных медийцев. Затем, во времена Веспасиана, Аланией. При Константине Багрянародном – Хазарией. После эпохи Чингисхана ее именовали Кумань, от реки Кумань или Кубань. Мачей Мьяховита отождествляет страну Алан с землей Ногайской Орды. Бергхаус – немецкий географ Королевского института Нидерландов и член Королевской Нидерландской академии наук. Составил 47 томов по географии и несколько сотен самых точных географических карт. Его авторитет в области картографии является непререкаемым, и спорить с его данными все равно, что называть себя глупейшим человеком. В 1848 году он составил карту Кавказа с описанием народов, языков и диалектов. Басианы, карачаевцы и аланы составляют единый тюркский народ, говорящий на диалектах тюркского языка. Ногайская Орда была разбита славянской армией на две области. В первой проживают наурусы и мантсуры, во второй – казбулаты, кыпчаки, мангуты, едисанцы, наурусы, едикулы, караногаи и джанбулаты. Амиан Марцеллин, древнеримский историк, в IV веке составил «Деяния», в которых дал краткое описание скифского народа аланов, занимающие земли в сторону востока и разделенные на различные племена или народы, которые простираются в сторону Азии до реки Ганг, разделяющей Индию и впадающей в Южное море. Таким образом, живущие в обеих частях света аланы, будучи кочевниками, занимают огромные пространства, но все они называются аланами и едины в обычаях и образе жизни. У них нет ни хижин, ни домов, и они не обрабатывают землю. Питаются они мясом с большим количеством молока и проводят всю жизнь в шатрах. Шатры они покрывают древесной корой и кочуют с ними по бескрайним пустыням. Прибыв на пастбище, они располагаются кругом, а когда пастбище выедено, они увозят с собой город из шатров. Куда бы они ни пошли, под своим вечным кровом они чувствуют себя как в своем краю. Юлий Помпоний Лет, итальянский историк и основатель Римской академии, в 1469 году опубликовал историческое произведение «Цезари», в котором изложил историю Римской империи и Византии. В то же время гунны, являющиеся аланами, татарами и в древности именованные кочевыми скифами, пришли со стороны Танеиса и перешли Истр, служивший границей Панонии и Тессалии.